Школы Якутска закрылись на карантин до 30 января. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города. Причиной приостановки образовательного процесса стал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения. И в эти дни у скорой помощи значительно увеличилось количество вызовов. Из-за потока звонков некоторые ждали приезда медиков несколько часов, рассказывает Любовь Васильева. Житель города Мария Гагарина почувствовала себя плохо 2 дня назад. Попытавшись самостоятельно справиться с ухудшением состояния, через сутки она все же решила вызвать скорую. Все необычно было, и я, конечно же, испугалась. То есть там бронхи начали болеть, сразу началось кашель и температура. Я попыталась сама это все побороть болезнь, но не получилось. Вечером в 18:30 я вызвала скорую, но меня сразу предупредили о том, что не факт, что быстро медики приедут. Ну и объяснив это тем, что на данный момент, на момент моего вызова, они закрывали вызовы, сделанные 5 часов назад. После звонка на 03 бригада скорой приехала к обратившейся за помощью только через 4 часа. Возникает вопрос, а если бы я не знала, как сбить себе температуру, я бы за 4 часа могла и сгореть, простите. А таких, как я, очень много. И тех, кто не знает, как бороться с температурой, это могут дети быть, конечно. Как происходит распределение вызовов? Определяют ли приоритет при выездах? Хватает ли бригад и персонала в целом? Это только часть вопросов, которая возникает при разборе подобных ситуаций. В службе скорой медицинской помощи говорят, что работа ведется в усиленном режиме. Согласно данным, за последние 4 дня число вызовов бригад скорой на дом по возможному диагнозу ОРВИ и грипп возрос в 3 раза. Если средний показатель был 30 вызовов в сутки, то в эти дни 90. Большая часть – это дети. Количество медиков остается тоже, педиатров, например, по всему городу и пригороду всего 4 бригады. А если они могли или 30 вызовов обслужить, или 92, конечно, есть большая нагрузка. Чисто физически уже не справляются. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день приходится ждать и по 3, и по 4 часа. Всего на станции скорой медпомощи Якутска работают 23 бригады. Из них 4 с составом педиатров отведены строго на детские вызовы. Фельдшерские бригады обычно где-то около 12, но сейчас больше, до 15, до 16 вызовов обслуживают за смену. Поскольку сейчас подъем ОРВИ идет, поэтому много. По словам начальника станции, число вызовов даже в обычные дни иногда превышает рекомендуемые нормы. На оперативное обслуживание выездов попросту не хватает ресурсов. Существует дефицит бригад. У нас есть дефицит этих бригад. В связи с этим нагрузка очень высокая. Особенно, конечно, на педиатрические бригады, на общепрофильные бригады. В среднем у нас бывает в сутки где-то от 16 до 18 вызовов. Скорую медицинскую помощь, согласно нормативу, оказывают в 2 формах – в экстренной и неотложной. Экстренная – это когда существует угроза для жизни человека. В таких случаях скорая должна приехать в течение 20 минут. А по неотложным состояниям при возникновении обострения заболевания, требующее оказания медпомощи, время прибытия на дом по нормативу до 3 часов. И руководство станции отмечает, что несмотря на нехватку персонала и специалистов при растущем населении столицы, этих нормативов скорая старается придерживаться. Любовь Васильева, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.